Всем большой привет. Трицикл. Таежная дорога. Здесь я оставлю трицикл. И пойду уже дальше пешком. Буду свистеть рябчиков, охотиться. И сегодняшний поход у нас будет поход Хариус 2025. Один раз в год я езжу на таежную речку. Уже много лет. Чтобы порыбачить на Хариуса. Ну и по пути еще поохотиться. У нас целый день впереди. Дорога. Просто асфальт. Нет слов, я просто удивлен. Сюда я раньше ездил на восходе. Кое-как доезжал до этого места. Дальше уже. Дальше еще где-то километра 3 ездил. Все, там больше бездорожья. А в этом году я на трицикле могу до конца этой дороги поехать. Потому что везде все высохло, во-первых. Во-вторых, этот трицикл едет. Я имею в виду по бездорожью. Я просто сейчас катаюсь, получаю удовольствие. Вот. Ну, посмотрим, какой поход будет. Пока ехал, ни один рябчик не перелетел дорогу. Это уже не очень такой хороший знак. Хочется просто ходить. Можно ехать, как и говорил, до конца дороги. А я хочу просто пройтись. Просто послушать природу. Может, кого-то увидим. Может, удастся кого-то добыть. Все я вам буду снимать, рассказывать, показывать. Приятного вам просмотра. Ну и также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. И всех гостей также призываю подписаться, поддержать мой канал подпиской. Все, погнали, посмотрим, что за поход будет, как будет клевать Хариус. Приятного просмотра еще раз. За ягодами поехали. Тут рябчик. Свищу, но не подлетает. Еще какая-то техника едет. Один каракат проехал, еще второй едет. Без кузова, без ничего. Как вы видите, шумно сегодня тут. Я немножко отошел от дороги. Не хочу, чтобы видели. Он свистит, но не подлетает. Короче, в одном месте звук крыла слышал, но самых птиц не видел. Там 3 штуки было у ручья. Здесь, на другой стороне дороги, один видел, сел, но вот с этими каракатами пришлось отойти. Вот свистит. И еще вот один свистит, но не подлетает. Бывает, я поднимаюсь, ни одной техники нету, тишина, спокойствие. А сейчас, видать, начали клюкву здесь собирать и просто вот одна за другим техникой поднимаются. Сейчас пешком никто не ходит. Все на каких-то каракатах, на мотоциклах, на мотособаках даже за ягодами едут. Вот. Ладно, сейчас еще посвящу, не подлетит. Пойду дальше. Чуть немножко пусть успокоится лес. Это шум гам там, пока едут.
перья. А где сама птица? Еще перья. Ой, бойся, чтобы не убежал, блин. А вот он проскочил, Ярби. Е-мое. Отлично. Ну вот. Первая птица. Рябчик. Вон, рана огроменная. С добычей. С добычей. Начнем с малого. Ну что сказать. Долго играл я с кошкой-мышкой, как будто играем. Рябчик. Я шел так, изредка так свищу. И несмотря на то, что здесь каракаты проехали, вот тут прям недалеко от дороги, он выскочил, накормился. Здесь черники много, смотрю. Выскочил и сел. Сел и сидит, только вижу, как из-за деревьев так голову присматривается и прячется. Вот так смотрит и прячется. Долго ждал, когда будет выстрел, но терпения у меня не хватило. Еще несколько шагов я сделал. И, как ни странно, ребят, я увидел рябчика уже на несколько деревьев дальше. Потом не спеша выстрелил, и вот удача. Я присматривал сейчас уже на одном дереве, а он, оказывается, или перелетел, или обман зрения как-то у меня так вышло, что на птицу я увидел чуть в стороне. Ну, все, идем дальше. Посмотрим, может еще будет. Ну, хорошее начало. Посмотрим. За этой елкой вон там дальше. Метров 50, может, или 70. Рябчик свистит. И справа где-то еще. Один улетел. Еще один далеко. И тут еще близко. Не подходит. Улетел. Сел. За кустами. Перешагнул, блин.
потерял. Вон он. Не попал, ребят. Видать, ветки помешали. Да. Пойду поболтаю. Ну что, ребят, первый промах. Не спеша, с упора стреляла. Но, видать, пуля не прошла через сучья. Там, видать, я думал, листва, а видать, еще ветки были. Второе, это, видели, надеюсь, в кадр попало, какой-то зверь выходил. Честно, первый раз в жизни вижу, ни разу еще не приходилось видеть таких коротколапых. Не то енот, не то барсук, не то, как же еще этот, росомаха. Короче, короткие лапы, сбоку такая вот полоса, белая с обеих сторон. Белая полоса, голова маленькая, не такой большой. Ну, с размером, я не знаю, 2 раза больше кошки, может. Ну, с размером выдры, более пушистый. Вот, осторожный, не перешел дорогу. Можно было стрелять, но, знаете, во-первых, он мне не нужен. Ну, я не знаю, я не стал стрелять. Просто так, тупую взял, что бежит там, чтобы выстрелить, я не хочу. Пускай бегает. Конечно, вред приносит, может быть, охотникам. Но напишите, что может быть это такой зверь. Сбоку, по бокам белая полоса такая широкая, почти на все тело. А может и росомаха. Не знаю. Следы росомахи просто 1000 раз видел, а самого зверя еще не приходилось. Вот. Ну, пока такой, как сказать, такое путешествие. Рябчики немножко есть, но вдоль дороги очень осторожные. Листва очень сильно мешает охоте. Неактивные. Но больше, чем в прошлом году. Пока такой прогноз. Я, наверное, где-то полпути прошел от мотоцикла, от трицикла до места, где буду пить чай. Дальше еще как бы есть надежда, но в то же время не очень. У реки там, как сказать, не так много рябчиков, что возможно вот тут увидеть. Ну и сами видели, 2 караката шум-гам проехали, разогнали. Где-то в стороне сидят птицы. Может, даже и глухари были, но они уже точно их тоже не увидишь. Может, вечером. Бывает, знаете, вот уже вечером, когда обратно иду, глухари на дороге еще выходят. Вот. Будет что-то интересно, буду включаться. Но включаюсь минимум. Как бы весь процесс где-то свистит. Я это озвучивать не стану. Записывать видео в таких местах тоже. Будет хороший момент, включусь. Идем дальше. Скромный перекус. Почистил яйцо, хлеб, ну и кофе с молоком. Такой небольшой завтрак на природе. Пока шел с места, где я видел зверя, там здесь вообще ничего не было. Ни одного взлета, ни одного звука, крыльев, ни свиста. В общем, тишина какая-то.
Здесь уже дорога заканчивается. Дальше уже буду ходить по навигатору. И уже скоро будет река. Осталось. Вот. Буду уже рыбачить. Посмотрим. Ну и по пути также будет охота, конечно, буду свистеть. В лесу, может, возле реки птица есть. Здесь дорога вообще пересохла, даже лужи нету, чтобы где-то птица могла попить воды. В таких местах, думаю, не будет птиц. Потому что им тоже нужна влага, и корм, и влага, и все в кучу. А здесь просто нечего пить. Хотя есть, слышно здесь рябчик. Вот меня услышал и начал свистеть. Здесь вот вижу брусника есть. Рябины просто навалом. Каждое дерево битком на рябиной. И там самочка. Два рябчика тут. Вот. Что еще? Кто-то приезжал на мотособаке. Тоже на рыбалку. Так что здесь уже рыбачили в этом сезоне. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что что-то еще будет у нас. И рыба, и мясо. Сейчас я завтракаю. Улетела. Садился и улетел. Вот, блин, в сторону упал. Короче, один круг сделал. Рюкзак оставлю, еще глубже войду. Бляха. Так, ладно. Вряд ли, наверное, получится. Обошел уже. Сейчас еще больше пройдусь. Ужасно много количества выходов грибов. Прям дофига. Все подосиновики. Так волока вот идут. Я не услышал звук крыльев. Хреново дело. В одном месте только порхнул крылом. Как бы об ветки. Но вот такого шороха не было, чтобы вот он падал. А она, может, попала на этот волок и там еще пикировала. Хрен пойми куда. Не знаю, ребят, где искать, честно. Самому обидно, вот как, когда так теряешь.
Где вот тут искать потом его? Смотрите, сколько грибов. Реально, тут очень-очень много. Прям кругом. Ну что, я выхожу. Не судьба найти мне этого рябчика. Далеко улетела она. Попала ниже. Попала ниже пуля. Он, конечно, погибнет, этот рябчик. Ничего не поделаешь. Будет кому-то повезет. Или лиса съест, или же куница. Может, горностай найдет. Но я точно не нашел. Бесполезно. Я не знаю. Точный ориентир. Как бы он летел. В одном месте только слышал, и все. Потом тишина. Значит, он еще дальше и дальше улетел. Пикировал. Может, где-то рядом прохожу и не могу найти. Вышел, надоело. Вон там рюкзак. Еще зайду сюда. Вроде как один еще свистел. Может, увижу. Не вижу. Вот это да. Вообще в упор промазал. Что-то, ребят, вообще я мазать начал. Там рябчик сидел, вообще идеально хорошо видно, спиной было. Но до рябчика один сучок. И слышали, как рикошет был. Не может быть, чтобы вот это туда попала пуля. Один единственный сучок. Другого варианта стрельбы не было. С упора, смотрите. Не спеша, спокойно выстрелили. Но от силы 20 метров. Не знаю. Вот так. Началась какая-то невезение. Один рябчик в сторону улетел под ранком. Второму промазал. Сегодня уж 2 раза промазал. Так что... Или неправильно как-то прицеливаюсь. Слишком перебор, близкое расстояние. У меня 50 метров пристреляно, как бы в яблочко. И стараюсь стрелять. Может, под яблочко надо было стрельнуть. Да. Ну, ничего страшного. Не наша птица. Что еще можно сказать? Не повезло. Вот смотрите следы, ребят. Рябины. Такая вот полоса идет. Тут живет медведь. Кормится рябиной. Не первой свежести, но все равно. Он где-то в этих лесах. Неприятно, конечно, такое видеть. Нафиг он не нужен. Вот рябиной кормится. Навалом рябины. Достаточно в этом году.